Почему бы нам не создать этот любительский балет? Но не каждый может вот поступить в наше училище. Здесь специальные нужны физические данные, музыкальные данные, да? Вот специальные вот, внешние данные. А вот хочет человек, а не может, потому что у него нет этих данных. И вот эту любительскую школу, да, можно даже сказать альтернативную какую-то школу, да, вот, открыть. Все время была мечта. Но если бы я была богатым человеком, я бы точно сделала бы это. Во благо нашего, так сказать, нашего красивого человека внешне, красивого человека внутренне. И вообще, так, знаете, такого человека, который был бы в общем плане всегда красив. И вы знаете, вот в Китае, работая в Китае, да, я видела вот такие школы, да, ну там вот действительно они люди богатые. И создают такие вот школы прямо сплошь и рядом у них там этих школ. И еще выписывают иностранных этих педагогов. Вот. Ну, конечно, без поддержки там у них это самого правительства тоже там не обойтись. Вот. И без поддержки меценатов тоже это не сделать никак. Потому что, допустим, девочка идет, это самое. Я вот пришла в класс, да, и говорю, что за девочка пришла? Я-то по своим меркам меряю, да, и она профнепригодная для балета. Вот. А мне говорит, а как же в доме? Она должна красиво выглядеть. Не скрюченной такой вот ходить клюкой. Она должна выглядеть, чтобы быть востребованной. Чтобы востребованной быть. А это не важно где, в какой сфере.